В эфире телеканала расширенный выпуск новостей «Итоги дня» в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Скорректированы требования к проверке пенсионным фондом сведений. Обновлены правила подачи заявлений на мат-капитал и выдачи соответствующего сертификата. Все лучшее детям в Якутске состоялось торжественное открытие детской площадки, построенной в рамках программы «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Как теперь выглядит двор? Детская школа искусств города Нерюнгри открывает новый учебный год с обновленным актовым залом. На новой сцене прошел первый концерт, который подготовили учащиеся и педагоги школы. В Алдане идет реконструкция горнолыжного склона Селигдар. Земляные работы связаны с выравниванием рельефа. Во всех тонкостях разбирался наш корреспондент. Торжественный день для всего спортивного общества. Ровно 50 лет назад известный для всего региона спортсмен по вольной борьбе Роман Дмитриев выиграл Олимпийские игры. Министерство труда и соцзащиты России обновило правила подачи заявления на мат-капитал и выдачи соответствующего сертификата. Сейчас сертификат можно оформить без заявления родителя-усыновителя в электронном формате на основании СНИЛС родителя после того, как туда вносятся сведения о рождении или усыновлении. Согласно приказу Минтруда, заявление также можно подать через территориальный орган пенсионного фонда в многофункциональном центре или на портале госуслуг. Также скорректированы требования к проверке пенсионным фондом сведений, необходимых для вынесения решения о выдаче сертификата, и установлен срок, в течение которого заявители должны сделать все документы. Якутию посетил председатель правления фонда Сколково Игорь Дроздов. Он встретился с главой республики Айсеном Николаевым. Вместе они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества фонда Сколково с республикой и рассмотрели наиболее приоритетные направления и актуальные задачи. Также глава фонда посетил парк высоких технологий и технопарк. Подробности в сюжете Марии Кардашевской. Якутия активно и плодотворно сотрудничает с фондом Сколково уже 10 лет. Республика остается одним из ведущих регионов по взаимодействию с фондом. Об этом на встрече с главой республики заявил председатель правления фонда Сколково Игорь Дроздов. Без привлечения Якутия становится уже одной из IT-столиц России. Мы обсуждали потенциал Якутии и потенциал взаимодействия Якутии со Сколково. Наметили несколько направлений развития. Мне кажется, перспективным направлением является это все, что связано с поиском технологий для освоения и развития Арктики. Думаю, что такого рода совместная программа по поиску таких технологий мы обязательно организуем. Также руководитель фонда встретился с представителями сферы IT. Ему представили перспективные проекты резидентов технопарка Якутия и IT-парка. Показали несколько проектов в области искусственного интеллекта, и в сфере медицины, и в сфере индустрии развлечений. Все проекты впечатляют. Такой важный проект, я бы сказал, государственный, это мониторинг лесных пожаров. Поэтому все производит очень хорошее впечатление. Договорились эту работу продолжить с Александровичем. Высоко работу оценил, сказал, что у нас очень много новых проектов, которые тоже перспективные, хотели бы тоже стать резидентом Сколково. Допустим, сейчас мы были в проекте Бунтар Лайф. Они заинтересованы, и Сколково в этом тоже плане будет поддерживать. Фонд Сколково окажет помощь в реализации проекта креативного кластера «Квартал труда». В рамках этого проекта планируется реконструкция здания бывшего мясокомбината и переустройство его инфраструктуры для производства цифрового контента, анимационных проектов, компьютерной графики, блогов, музыки и иной индустрии изобразительного и исполнительского искусства. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Якутск. Ресурсоснабжающими предприятиями и муниципалитетами ведется работа по устранению предписаний, выданных Ростехнадзором. На заседании правительственной комиссии по оперативному руководству подготовкой объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному сезону курирующий вице-премьер Дмитрий Садовников поручил устранить недоработки в ближайшие дни. В основном они связаны с проведением ремонтных программ. В частности, во время правкомиссии был рассмотрен вопрос по старой угольной котельной в Алекминске, где в прошлый отопительный сезон произошла авария из-за выхода из строя 2 котлов. Решением правительства здесь строится новая котельная, которая будет работать на нефти. Поручено завершить строительно-монтажные работы до конца месяца и провести пусконаладочные работы 25 сентября. Кроме того, Дмитрий Садовников проверил ход капитального ремонта многоквартирных домов и тоже обозначил конкретный срок. Все ремонтные работы должны быть завершены до 15 сентября.
Энергетики Центрального РЭС в усиленном режиме проводят восстановительные работы в Якутске и его пригородах. В настоящий момент в работе задействовано 15 бригад энергетиков в составе 50 человек. Работы сегодня проводились в районе ГРЭС, Мерзлотка, Залога, 9 и 3 квартала, аэропорта, Сергеляского шоссе, 4, 5, 6 километр в Якутске, микрорайоне Марха и села Пригородные, также села Маган. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей. Также сегодня в результате стороннего воздействия произошел обрыв кабельной линии. Без электроснабжения остались жители многоквартирных домов по улице Лермонтова. Бригада службы кабельных линий уже ведет восстановительные работы. В рамках форума «Якутск 4.0.0. Старт» прошла дискуссионная площадка в Доме правительства номер 2. Тема «Здоровый Якутск. Здоровая республика». Цель мероприятия – сохранение и укрепление здоровья населения и формирование культуры ответственного отношения к своему здоровью. В дискуссии приняли участие представители сферы здравоохранения. Также приехали гости из Москвы и Татарстана. Они поделились своим опытом в решении поставленных задач по оздоровлению населения. Я расскажу о проекте «Точка трезвости». Это опыт Татарстана в лечении родителей несовершеннолетних, которые больны алкоголизмом и стоят уже на пороге лишения родительских прав. Проект реализуется по инициативе уполномоченного по правам ребенка. За счет республики полностью мы лечим наших родителей. Более 700 детей не получили статус ребенка-сироты. И устойчивая ремиссия составляет 83%. То есть это год и более неупотребления алкоголя. В Саха-академическом театре состоялось торжественное заседание, посвященное 200-летию образования городской думы. Отметим, что первый представительный орган Якутска является старейшим в республике и на Дальнем Востоке, а также одним из первых в России. В мероприятии приняли участие руководители Думы прежних лет, руководство республики и столицы региона. В ходе заседания вручены юбилейные медали, 200 лет представительному органу города Якутска и другие награды. Сегодня в Ленске была перерезана лента нового жилого многоквартирного дома. Момент волнующий как для участников программы переселения, так и для строителей, которые возводили здание. На открытие собрались ленчане и администрация города вместе с застройщиком. Еще одно событие – это озеленение придомовой территории. По программе «1000 дворов» было высажено 100 яблонь как символ столетия Республики Саха. А в Якутске тоже состоялось торжественное открытие на уже детской площадке, которая была построена по федеральной программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Как теперь выглядит двор, узнала Галина Чекурова. 8 сентября Якутск в честь своего 390-летия подарил своим маленьким гражданам 3 детские площадки. Они возведены по дальневосточной программе «1000 дворов». Одна из площадок находится по улице Чкалова, 1 и Крупская, 21 и 23. Очень хорошая, правильная и востребованная программа, которая позволяет городу Якутску в этом году сделать 75 дворовых территорий. Это, конечно, огромное количество, и самое главное, что это появляется все одновременно, и от этого настроение еще лучше. Кроме игровой площадки, во дворе есть и спортивная территория, на котором дети и подростки могут играть в футбол и в другие активные игры. Площадка с тренажерами, где молодежи есть возможность проводить время с пользой для себя. Здесь для удобства жителей асфальтирован дворовый участок, благодаря которому появилась возможность комфортной парковки. Реализация данного проекта начиналась с проектирования. Проектирование мы начали в мае. В мае встречались с жильцами, согласовывали с ними проект их двора. А после этого, после согласования, приступили непосредственно к строительно-монтажным работам. И строительно-монтажные работы на сегодняшний день ведутся в полную силу по всем округам. И это вот одна из первых площадок, которая завершена. И мы ее в дню города торжественно открыли. Все жители улицы испытывают положительные эмоции. Церемонию открытия украсили игры и развлекательная программа от аниматоров. Я, как родитель и, думаю, от лица всех жителей нашего квартала 37-го, безумно рада, что у нас появился новый двор, что нам заасфальтировали дороги, у нас появилась новая парковка. Наверное, весь город знает, какой у нас был плачевный двор, депрессивный, пустой, без детской площадки, без хорошей спортивной площадки. А сейчас, вот меньше месяца, как она открылась, точнее, запущена, и двор ожил. Столько детей с разных школ, со всего Залога приходят к нам. Все очень рады и все что-то делают. Мы очень рады.
Проект «1000 дворов» нацелен на улучшение качества жизни людей и благоустройство городской среды. Федеральная программа делает столицу республики еще лучше. Стоит отметить, что в программу вошли 6 округов, а именно 75 дворов города Якутск. Открытие других площадок планируется до ноября. Галина Чекурова, Семен Афанасьев, Якутск. Школа-сад в Харьялахском наследии Оленёкского района успешно начинает второй учебный год в новом здании. Напомню, что учреждение было построено в прошлом году на дивиденды Алроса. Сейчас там обучаются 125 учащихся и 80 дошкольников. Об уникальной школе в Арктике расскажет Светлана Амосова. Воспитанники школы-сада ежедневно с удовольствием приходят в современное каменное здание. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей. Просторные кабинеты, зоны для шахмат, библиотека, физкультурные и актовые залы. Также на территории оборудованы детская и спортивная площадки. Школа-сад полностью отвечает современным стандартам, и для наших детей появилось больше возможностей для всестороннего развития. И мы надеемся, что наша школа станет прочным фундаментом для развития Арктики и в целом Республики Саха-Якутия. От имени всех жителей Кирбейского наследия выражаем огромную благодарность компании «Алроса» в лице генерального директора Сергея Сергеевича Иванова за то, что наши дети получают знания и развиваются в таком красивом, уютном храме знаний. Уникальность школы-сада в том, что все здание оформлено в национальном стиле. Как отмечают педагоги, это воспитывает любовь и уважение к культуре и традициям коренных малочисленных народов Севера. Было очень много отзывов об облике этой школы. На самом деле аналогов нет ни в одном регионе, поскольку это и дизайнерская работа, и сам проект были созданы индивидуально именно для кирбейского наследия. Школа-сад была введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Здание общей площадью 3500 квадратных метров стоимостью почти в 600 миллионов рублей построено на средства компании «Алроса» и республиканской инвестиционной программы. Спасибо вам за новую школу. Нам здесь очень нравится, и учиться мы будем хорошо. Также на дивиденды «Алроса» в Оленёкском улусе построена водоочистная станция и детский сад в селе Желенда. И еще этнокультурный центр «Илькит» в Оленьке. Мы весь этот год радовались только тому, что дети поправили свое здоровье. Все выпускники впервые они полностью сдали единый государственный экзамен. Это же говорит о том, что не зря было такое вложение. Я уверена, что все те объекты, которые построены на средства от дивидендной политики Алроса, они будут иметь такой же экономический эффект. Дивиденды и дополнительные выплаты «Алроса» порой превышают бюджет улуса. Поэтому район получает совершенно удивительные возможности для развития социальной инфраструктуры, ремонта дорог, домов и в целом для поддержки населения, живущего в экстремальных условиях. От имени родителей выражаю огромную благодарность компании «Алроса». Благодаря вам в прошлом году сбылась наша заветная мечта о новой школе-сад. Среди всех арктических районов Оленёк вот уже 5 лет устойчиво занимает лидирующие позиции по показателям социально-экономического развития. И это становится возможным благодаря налоговым поступлениям и дополнительным денежным пожертвованиям «Алроса». Светлана Амосова, Дарья Тарбахова, Оленёкский район. Ну а детская школа искусств города Нерюнгри тоже открывает новый учебный год. В рамках национального проекта «Культура» проведена модернизация актового зала. На обновленной сцене прошел первый концерт, который подготовили учащиеся и педагоги школы. Во время каникул во всех школах искусств Нерюнгринского района кипела работа. В филиалах проведен косметический ремонт, и сейчас воспитанники начинают новый учебный год с новыми силами и в комфортных условиях. В этом году мы провели очень много ремонтов, помимо национального проекта. Мы очень много провели ремонтов в ДШИ города Нерюнгри. Это также в рамках национального проекта мы заменили полы, расширили кабинеты хореографии. Теперь у нас появился новый хореографический зал.
тоже со специальным хореографическим линолеумом. Обновленный актовый зал в школе искусств города Нерюнгри уже оценили педагоги, учащиеся и зрители. Во-первых, у нас появилась возможность детям давать современные произведения под минусовки. Мы живем в современном мире, и детям тоже это интересно. Конечно же, когда у ребенка есть интерес, он хочет продолжать дальше этим заниматься. Вот, во-первых. Во-вторых, звук стал лучше, они могут слышать себя, могут анализировать во время даже исполнения произведения то, как они играют. Сейчас в школах искусств района обучается более 800 детей. Ни один филиал не остался без внимания. Ремонт и подготовка шла во всех школах города и поселков, в том числе и в самом отдаленном Хане. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Алдане идет реконструкция горнолыжного склона Селегдар. Земляные работы связаны с выравниванием рельефа, что сделает спуск с горы более ровным и предсказуемым. В тонкостях рельефа разбирался Руслан Павлов. Более 4000 посещений горнолыжного склона Селегдар было зафиксировано в весенний сезон этого года в Алдане. Тогда и спортсмены, и любители по достоинству оценили возможности нового объекта. Склон классный, очень скользкий, скорость хорошая. Подъем тем более, скорость рассчитана вообще хорошо. Как бы удобство на высоте. Классный склон. Впрочем, были и некоторые неудобства. Специалистов и профессиональных лыжников смущала горизонтальная полка в середине профиля склона, которая гасила скорость и нивелировала ощущения при спуске. У него будет немного выраженная разгонная динамика. То есть горные лыжи, они все-таки, и сноуборд, они привлекательны своей скоростью, а не разгон-торможение. То есть здесь будет на старте разгон и на выкате торможение. Решить проблему вызвался попечитель горнолыжного объекта золотодобывающий холдинг «Селегдар», который всячески содействует развитию горнолыжной инфраструктуры и спорта в Алданском районе. Сейчас завозится грунт для выпрямления профиля склона, который по своей протяженности был неоднородный. Силами группы компании «Селегдар» он разравнивается здесь. То есть такие вот работы ведутся. К первому снегу все уже будет закончено. И склон будет гораздо комфортнее для катания, нежели был. Золотодобывающий холдинг «Селегдар» в рамках социального партнерства выделил на горнолыжный склон города Алдана технику для того, чтобы данная техника провела работы для улучшения горнолыжной трассы, чтобы спортсмены и любители, которые приезжают на наш горнолыжный склон, получали там удовольствие на этом горнолыжном склоне. Как пообещали представители Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту, склон будет готов к осенне-зимнему сезону, а его характеристики приятно удивят как любителей, так и профессионалов. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Якутские бриллианты, колымское золото, забайкальская медь, визитные карточки регионов Дальнего Востока. Все это было представлено в рамках Восточного экономического форума 2022. Продолжит тему Лидия Гасанбалаева. 11 регионов представили свои павильоны на улицах Дальнего Востока. Это традиционная активность форума, которая показывает инвестиционное, культурное и технологическое разнообразие федерального округа. Якутская экспозиция объединила основные торговые павильоны, а также сцену. В оформлении выставочного пространства использованы традиционные национальные элементы, напоминающие ленские столбы, а интерьерные решения стали отражением климатических особенностей региона. Здесь мы работаем. На улице Дальнего Востока уже не первый год приходим к вам в павильон. Павильон просто потрясающий, мне безумно нравится. И, наверное, мы будем едины во мнении с моими коллегами, обсуждая это, что когда видишь ваши бриллианты, уж все остальное уже просто затуманено. Они очень красивые, великолепно. Спасибо, что каждый год воплощаете именно в таком формате все. Нам безумно нравится. Надеемся встретиться в следующем году и уже приобрести еще что-то в своей коллекции.
Для гостей и участников была открыта выставка-ярмарка продукции якутских товаропроизводителей. Все желающие смогли приобрести себе кусочек Якутии и насладиться самобытной культурой региона. В дневное время зрители ожидали мастер-классы от якутских мастеров и яркая концертная программа. Вечерами здесь показывали якутское кино, феномен отечественной киноиндустрии. Лидия Гасанбалаева, Петр Васильев, Владивосток. Сегодня в республике проводятся торжественные мероприятия в честь 50-летия триумфа Романа Дмитриева. Ровно 50 лет назад в Мюнхене он стал первым якутянином, выигравшим Олимпийские игры. Своими выдающимися победами на Олимпиадах, чемпионатах Европы и мира он убедил весь мир, что на далеком севере, в Якутии, живет сильный, волевой, выносливый телом и духом народ. Роман Михайлович вдохновил сотни и тысячи молодых людей на занятия физической культурой и спортом. В рамках мероприятия представители спортивной общественности обсудили итоги года и построили планы на будущее. Ну и, конечно, самое украшение – это проведение всероссийского соревнования. Приехали 5 государств – это Армения, Молдова, Белоруссия, Казахстан и Монголия. Также сборная команда Российской Федерации среди юниоров. И 15 регионов Российской Федерации. Общее количество 143 спортсмена. В рамках мероприятий также прошла церемония возложения цветов к памятнику Романа Дмитриева. В ней приняли участие родные и близкие спортсмена, спортивная общественность и участники предстоящего турнира. Напомним, что с 9 сентября начались мероприятия, посвященные Роману Дмитриеву. В рамках всероссийских соревнований будут проводиться встречи и мастер-классы. Турнир по вольной борьбе среди юниоров состоится в эти выходные. На состязания приехали представители из 5 зарубежных стран – Армении, Белоруссии, Молдовы, Монголии и Казахстана и из 13 регионов России. Всего участие примут более 130 спортсменов, 26 судей и 27 тренеров. Ну, в этом году, как вы знаете, у нас 50-летие триумфа нашего первого олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева на Олимпийских играх 1972 года. Поэтому мы отмечаем это юбилейное мероприятие всероссийским соревнованием, которые проходят у нас в городе Якутске. На этом у нас все новости. До новых встреч в эфире.